Маши ручкой. Друзья, доброе утро, мы на реке. Не стал снимать утренний завтрак, он был очень быстрым, потому что проснулись, сегодня немножко проспали. Часиков, наверное, 8, проснулись в 9. Сейчас уже 10 час, вон. Что, остановился? После нас ходили волки, вот раз, два, три, 4 следа. Это или 4 прошли в одну сторону, или двое туда-обратно. Ну или один 4 раза ходил туда-обратно. Едем, друзья, на наши рыбные места и посмотрим, что нам сегодня даст рыбный бог. Погнали! Он описал все, делал метки. Так они отмечают свою территорию. Так что волчара позорный ходит здесь. Вот они, видите, друзья? Вон. По снегу не ходили. Ходили по буранке. Чтобы было... Нет, их двое. Два волка просто. Два волка, просто они прошли по ходу в одну сторону. Тут 2 следа только. А тут 4. Что-то я не пойму. Ладно, погнали. Нам не страшен серый волк. Решил остановиться, тут просто все исхожено волчарами. Вон, просто все истоптано. Бобровая нора, копали там что-то, да, получилось? Короче, волчаре захотелось бобрятинки. Так, а тут что у нас? Обосрали? Короче, что-то они тут пировали походу, блин. Бобра поймали, что ли? Кровь... А, стоп! Да, поймали бобра. Ага. Короче, бобрик-то выделывался. Они подкараулили его, наверное. Или вытащили с норы. Вон, друзья, разыгралась здесь трагедия. Волки съели бобра. Вон, остались от бобрика рожки до ножки. Во, умные, да? Это бобра в своей стихии сожрать, блин. Но этим я просто волчарам благодарен, потому что бобры просто заполонили наши реки. Где есть бобр, там рыбы нет. Они делают плотины и все такое. Так что, как говорится, убей бобра, спаси реку. Что волки сделали, вон. Подчистую, даже голову не оставили, да? Осталось одно дерьмо только, блин. Немножко шкуры, пару клочков, говнище и все. Вот такие вот. Вот такой вот серый волк, он в бобренках знает толк. Тут, наверное, ходить опасно вообще-то, блин. Сходить бы туда посмотреть. Они его, наверное, подкараулили, скорее всего. Копали его, сильно копали. Или выкопали, вытащили его оттуда. А? Иди, бойся. Так, тут это, лед может быть тонкий. Да они натоптали тут подмерзли. Вон, бобровая нора. Они, скорее всего, залезли туда просто и вытащили его.
Не знаю, как было, но фактически минус один бобр. Вон. Неделька прошла, да, считай, за неделю это. Поехали дальше. А у меня карабин без патронов, блин. Может, сунем патроны все-таки? Поехали. Саня говорит, поехали, он не боится волков. А? Не знаю. О! Береза упала! Придется пилить. Мы ее не проедем. Завалила березу. Вон, все истоптано. Объехать негде. Придется пилить. Вот так вот, да, без пилы. Какие проблемы были бы, да, если пилу не взяли? Я бы объехал, да и все. А там бревно как раз, там может быть открыто, тут же перекат. Тут же все перекаты, тут льда толком нету. Вот такие вот новости на реке. За неделю река немного изменилась. Кто-то кого-то сожрал, что-то где-то упало. Но все меняется. Все. Прочищаем дорогу, едем дальше. Готов? Молодец. Вот и все. Мы на нашу яму. Как мы видим, здесь после нас никого не было. Сейчас проверим, а заодно и посмотрим в камеру, что там творится подо льдом. Есть рыба здесь, нету. Сейчас мы откроем все тайны подводного мира. Пошли буриться. Что, потерял? На улице потеплело, вообще потеплело. Так, где мой бур?
поклевка. Так, пробурены первые лунки и первый исход. Санек говорит, есть первая рыба. Включаю камеру, вот опять поклевка. Давайте посмотрим, кого вытащит на этот раз, Санек. Это хорошо, Саня. Дай бог, чтобы твои прогнозы сегодня не сбылись. Саня говорит, какая нахрен сегодня рыбалка. Давление низкое, сегодня клевать не будет. Санька пессимист. Будем надеяться, что он пошутил. На улице просто теплынь. Какашки тают. 5 градусов. 5 градусов мороза всего. Я пробурил 3 лунки и употел. Ну давай. Мама Люба, давай, давай. Многие меня спрашивали, почему не ловишь на короеда. Почему не ловлю? Ловлю. Только короеда сначала надо где-то добыть. Добыть-то вон его можно хоть где. Только это такой труд, блин, с этим короедом. Сушняк надо распилить на чурки, расколоть. Ну, если найду подходящее дерево, мы, конечно же... Так. Река немного подсохла. Но буквально немного. Это просто потому, что здесь мы ходили, из-за этого, скорее всего. Чего? Ну, то, что мы ходили, набурили, здесь из-за этого, скорее всего, подсохло. А, конечно. Так, и что-то он вдруг возьмет да высохнет. Так. Мне все не терпится посмотреть подводный мир. О, это что было? Что, поклевка сразу? Или показалось, я воткнул, мне кажется, кивок сразу вниз пошел. Не, тебе показалось. Может быть. Может быть и показалось. Так, ну что, давайте глянем, что у нас творится под водой. Где наша камера Калипсо? Так, так. Так. С ящиком, вон как удобно. Все закидали сюда. И ничего не ломается. А то раньше все это хозяйство носили в пакетах. И все ломалось. А так все на месте. Что, больше не хочет, да? Подводная камера. Так. Здесь у нас. Так. Это так. Это пока уберем. Санек тянет. Есть первая рыба. Первого не отпускаем. Нормально, да он нормальный, что куда Ну. отпускать-то, да? Все. Я еще не успел настроить камеру. Санек уже вытащил. Это хорошо. Разбираемся с установочкой. Так. Методом все тыка, нет бы инструкцию посмотреть. Так, ну все готово. Пока запись включать не будем, чтобы не тратить карту памяти. Давайте посмотрим, что у нас творится под водой. Так. Лед прошли. Сегодня еще снег идет. Так. Ну чё, вон, дно хорошо видно. Намного лучше, чем та камера китайская. Вон. А рыбы нет, Сань.
Рыбы здесь нет. На дне лежит всякий мусор. Здесь рыбы нет. Ну и что бы я здесь ловил, да? А вон там что-то плавает вроде бы, нет? Не показалось. Ничегошеньки там не плавает. Вот тебе весь ответ. А я бы здесь пытался что-то поймать. Вообще рыбы нет здесь. Не знаю, откуда ты там рыбу находишь. Ее здесь нет. Очень удобная штука. Все хорошо видно. Вот оно дно. Чуть выше от дна поднимаем. Прямо за провод крутанули на 180 градусов. Ни одной рыбки. Все с вами ясно. Здесь рыбы нет, Сань? Не. Так что можно с чистой совестью ехать. Санек, правда, сколько? Двоих отпустил, да? Троих мелких. Сейчас посмотрим. Так, не знаю, видно вам, не видно, друзья? Идет снег. Поехали, поехали. В общем... Не-не-не, а что, посмотрели? В общем, пробурили яму. Сколько лунок тут? Лунок 20, 25 может быть. Вот Санька одного поймал. Проверили все лунки подводной камерой. Ни одной рыбы я здесь не заметил. И что здесь дальше делать? Вот если бы не было камеры, сказали бы, да, здесь не клюет. Ну вот одна же клюнула, значит, получается, один там жиган плавал. И все. Больше здесь рыбы нет. Так что поехали дальше искать, где рыба. Здесь дальше делать нечего. На улице жара. Вообще как весенняя погода, блин. Погнали. Вот как мы видим, потеплело и сразу начало промывать. Вот уже промыло. Вот такую яму попадешь и все, считай, блин. Лосик прошелся, видишь, он после нас уже. Где волки, ой, где лоси, там и волки услеживают. Вот тут перекаты все сейчас скоро откроют. Сейчас потеплело, вообще опасно на реке. Морозы-то вон, везде уже промоины появляться начали. Вон, вон. Еще опасно на реке стало. Вон волки так и шли по буранке. Двое получается, наверное. Или трое. След в след, может, идут. Может, и четверо. Ну а тем временем, друзья, мы подъехали к тому месту, где в прошлый раз у нас немного поклевало, где у Саньки кабан порвал леску. И, в общем, друзья, есть надежда. Есть надежда здесь. Рыба есть, по крайней мере, сейчас пробуримся. Закину удочку и опять же сделаю несколько лунок и посмотрю камерой. Да? Поехали. Буриться. Буриться, буриться, буриться. Бурито. Почему-то хочется, да? Где поймал, там еще половить. Ну, пофигу, где пробуришь. Я где бурил-то. Да. Где пробурился, там пробурил. Так. Попробую старые лунки найти. Как они все... Вот старая лунка. Они-то у меня наискосок пробурены.
Нормально. Сейчас закину удочку, потом дальше будем смотреть. А вдруг сразу будет бабах? Было бы неплохо. Ловлю на божью коровку красненькую от Василия Чупина. И вот такая вот нимфочка. Ну, давай, Господи благословен. Первый заброс. Давай, бей. Бей, не стесняйся. Или мы тогда все здесь выловили? Сейчас мы это посмотрим. Сделаю луночки. Это место пустым не бывает. Сделаем луночки и проверим на камеру. Блин. Воткнуть ты некуда. Вот так вот. Ловись, рыбка маловелика. Пошли буриться. Тащи, Санек, а то протухнет. Так, смотрим в камеру. Как мы видим, здесь мелко. Камушки. Вот. Все-таки не зря тогда вот здесь хариус был. Видишь, камушки. Но хариуса мы не видим, скорее всего. Саня говорит, мы его, наверное, отсюда всего поймали. Ну, сейчас посмотрим. Вот я сделал десяток лунок. И сейчас мы глянем. Осталась здесь рыбка, не осталась. Так. В общем, друзья, по камере вот видно, что она все хорошо у нас показывает. Была бы рыба, по-любому мы ее заметили. Вот метров, наверное, 5 в радиусе. Все видно. Не будем пока тратить заряд камеры. Пока выключаемся. И посмотрим только тогда, когда мы что-нибудь увидим. Санек выдернул. Пойдем глянем. Сделал новую лунку и вытащил хариуса. Там есть еще лунка, да? Если посмотреть. Или опять скажешь, не пугай. Ну-ка, о, красавчик. Янскадан. Ну вот. Отлично, а ты говоришь, не будет клевать сегодня. Так. Мелко-мелко здесь. Мелко-мелко. Ну ты здесь сейчас пробовал, хариуса не было, да? А там дальше нету лунки, есть? Есть одна еще. Ну-ка дай посмотрим там. Это последний из магикан был, наверное. Так, так. Никого. Никого не видно. Никого. Ни хариуса. Ни ёршика моего. Не видать милого друга. Ладно. Блин, так хочу посмотреть на него в подводном мире, его нет. А, проплыли куда? Вверх, вниз? А я не понял. Клюет у тебя, клюет,
Вот они к моей, может, и это поплыли. Иди вытащи. Иди вытащи моего. О, клет. Клет, 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 клет. Я же говорю, 2 штуки проплыли. Вот они, наверное, сюда и поплыли. Я видел, что поплыли, а куда не заметил. 2 таких средненьких. Вот тащит. О, такие были, да? Вот второй еще там плавает. Второй возле... Еще один. Сейчас, я же тебе не этот. Там еще 2 плавают, Сань. Еще 2? Да. Я надеюсь, это там, я правильно смотрю? Там вот светлое место. Надо поставить этот хвост, чтобы по течению смотрел. Там еще 2 проплыли. Все видно, если есть. Они не стоят, они уже как весенние плавают, получается, везде. Ходят. Вот. Ну все, увидел. И заметили. Давай. Сейчас посмотрим. Туда-сюда ходить будем целый день и смотришь и ловим. Так. Они так шустренько, возле этой камеры проплыли. Слышь, может пообедаем? Время 1 дня. Уже час. 1 дня, да. Офигеть. Перекусим, да этот. Порыбачим. Ну, как скажешь. Сейчас я все лунки пройду, посмотрю. Все-таки камера — это вещь. Сейчас я посмотрю. О, бревно здесь лежит. Ладно, друзья, увижу хариусов, сделаем включение. GoPro стоп видео. О, стоит. Вот он, вот он. Саня, иди сюда. Саня, иди сюда, здесь плавают. Вот он, вот он. Вот они, вот он. 3 штуки, Сань. Вот они плавают так. Вот, ядрит кудрит, смотри сколько. 5 штук, 5 штук проплыли. Куда поплыли-то? Так. Течение вниз, вниз. Вот рядом с моей, это сейчас вниз пошла. Там лови, давай, там лови. Ой. Есть здесь хариус, блин.
Надо это, как его сказать, Была поклевка? поклевка была, да? Ага. Да ёп. Зоопарши цеплять, что ли? Я не пойму. Я вверх по течению смотрю или вниз? Нет, я вверх по течению смотрю, надо вниз смотреть, туда. Ням-ням, опарыша сделал. Во-во, Сань, стоят там, раз, два. Вот они. Так я Это же, хорошенькие. так я же этот пошел. Они ко мне пришли. А к тебе клун? Да, иди сюда. Кидай. Что так сразу? Надо рядом с лункой пробурить. Так прикольно, да? Да. Где это видано, где это слыхано. Гена смотрит, а Саня ловит. Там две штуки прямо поплыли по моей камере. А им же интересно, они же интересуются, что это такое. Ничего такого. Во-во-во, стоит еще там. Блядь, кто-то зацепился, что ли? Блин, не пойму, что за что-то цепляюсь я там. Второй. Так, они поплыли вверх куда-то. Там есть, да? О! Ну что, я так и буду смотреть? Так ты рыбачий, господи, что ты? Посмотрел, что есть? Все, рыбач. И самое главное, то, что они ходят. Гуляет. Вот он, да. Вот он, вот он, вот он, вот он. Вот он. Так, ладно. Клюет, клюет. Клюет у меня. В общем, друзья, решил убрать камеру. Рыбу я увидел. Так, этот Васек. Его надо отпустить. Сейчас, секунду, уберу камеру и отпущу. Если он сам не сойдет к тому времени. Так. Рыбу я увидел. Рыба есть. И рыба, походу, сегодня активная. Только размеры что-то мелковаты на сегодня. Так. Это очень хорошо. Рыбки плавают, рыбка не стоит на месте. Я заметил, что они передвигаются. Типа весна, что ли, уже наступила для них. Если они передвигаются, значит и нам надо передвигаться, а не стоять на одном месте. Потому что я как понял, рыба сегодня активная. Она хочет кушать. Она даже вот к камере подходила. Значит, все хорошо. Камеру понюхала, да? Ну. Так, Санькина удочка клюет. Значит, здесь кто-то есть. Опа. Во, кто здесь есть? Понял, да? На нимфу, Сань. На нимфу. О, смотри, какой красавело. Это Чупинская, да? О, Василий. Работают твои снасти. А нимфа с опарышем была без? Без? О, видишь, на игру хапнула, на нимфу. Он сначала, видать, на мормушку клюнул, я подыграл немножко и хапнул. Хотел, пробурил кучу лунок сейчас. По старым лункам просверлил.
Хотел было пойти глянуть, думаю, что там, какая движуха, не движуха. Смотрю, у Саньки клюет. И не зря, значит, я попал в нужное время, в нужном месте. И вот такой вот достойный экземпляр в наших руках. Вот он. Всё, я хочу кушать. Давай, давай. Вот он. Вот он такой вот достойный экземпляр. Полный икры. Девочка, видать. Ну давай, расправься. Покажи себя во всей красе. Покажи себя. Красавчик ты наш. Вот. Вот он такой. Харитишка с бородой. Меньше этого, да? Побольше, вон. Энцкадан. Че, перекус так перекус, что? Вкус, да, Ген, это бы кишки стоят. Так, мы как раз кушаем, перекусываем. Чаек, сальцо, мальцо, яйцо. Санек заметил поклевку. Давай. Здесь мы уже одного кабанчика поймали. На нимфу, кстати. Чупинскую. Кстати, друзья, кто хочет заказать у Василия нимфы, он изготавливает их на продажу. Оставлю ссылочку в описании. И сейчас вот здесь вот тоже на группу, не группу, а на страницу Василия ВКонтакте. И там просто вы увидите огромное разнообразие. Он каждую изготовленную мушку, каждую изготовленную мормышку фотографирует. И там их просто сотни. Можете выбрать, какая вам по душе, и заказать Василию. Он изготавливает, отправляет наборчиками. Так что, кто, если что, хочет, вы сами видели, вон этого кабана поймал именно на Васькину мушку. Вот этого. Без подсадки, без ничего, без всяких там опарышей. А сюда повесил рыбий глаз. Чертик. Черненький, сверху красненькая мушка. Без ничего. Посмотрим. Видимо, хвостом задел. Чисто экспериментально. Хочу попробовать. Возьмет, нет. Чертик большой. Крупный черт. И рыбий глаз повесил. В общем, друзья, экспериментируем. Все приманки, все наживки. Сейчас еще червя не поставили. Осталось только добыть короеда где-то нам. На короеда вот точно, наверное, это. Да? А? В лес, наверное, надо съездить. Нет, купить в городе. В городе надо купить. Че, не взял, да, второй раз? Видимо, хвостом махнул, по ней ударил. Не тронул, ушел. Даже кушать не дают. Черти. Так, у меня тут просто вишневая мормышка. Просто вишня, просто вишня. Так. Что плохо на старых лунках, это некуда удочку воткнуть. И тут наша знаменитая леска 3D, которая очень хорошо... Вот видите, все твердое, везде лед. Ну вот так вот. Пусть ловит. Пошли дальше, а так мы и не перекусим. Ладно. Обед продолжается. И вновь продолжается обед. Что ты плавал? Так он у меня клевал. Даже покрупнее, наверное. Клевал, но он не этот, ну это, я сидел. В общем, вон, у Санька раз, Надоело. два, и там вот третий. Трихариуса Санек поймал.
А я пробурил все свои лунки, которые были пробурены, около 50, наверное. Весь употел. Взял камеру, решил посмотреть, что она нам показывает. Вон. Вот это тоже неплохой, смотрю, у Санька. И она мне показала на буквально 4-й лунке, наверное, что хариус есть. Я говорю, ну-ка, Санек, иди сюда. Нет, я про то говорю. И Санек подошел. 2 секунды. И хариус на льду. Он был обнаружен. Координаты переданы артиллерии. Артиллерия бац-бац и в точку. Так что не знаю, сколько рыбы сегодня поймаю, но обнаружить я их смогу. Забыл штатив в избушке. Так бы удобнее, конечно, со штативом было. И хорошо еще то, что сегодня теплая погода. Буквально где-то, наверное, уже около 3-4 градусов. Я сейчас побурился, вообще, мне кажется, плюс уже. Сейчас я вот с камерой так пройдусь по пробуренным лункам. Ну что я сейчас снимаю-то, господи. Забыл выключить. Заснял немного хариуса и забыл выключить. Все. Ну, привыкну, пока еще привыкаю. Ну, штука, я вам скажу, отличная. По крайней мере, вот сунул, вынул, увидел, есть хариус или нет. В общем, как увижу, покажу. Ну вот, что и требовалось доказать. Прошелся, друзья, по всем пробуренным вот своим лункам. Около 50, наверное, лунок. Ни одного хариуса я не увидел. Вот там, где Санька поймал, одного вот сразу я увидел. Санек закинул, вытащил. А тут я прошелся в каждую лунку. И никогошеньки. Вот. А так бы я сейчас, даже если на каждую лунку тратил бы по 1-2 минуты, это у меня прошло бы больше часа. Впустую, драгоценного времени. А так сейчас я посмотрел. Рыбы, оказывается, в этом году здесь на этом участке нет. Странно. Здесь обычно она бывает, здесь неплохо ловили. Но в этом году почему-то ее здесь нет. Ну и что здесь время терять? Я сейчас одену, скорее всего, лыжи и пойду дальше пробивать дорогу для буксировщика. Будем искать новые необловленные места. Там дальше вот еще не объезжено, не обловлено. На буксе без проверки опасно, потому что есть открытые места, перекаты. Сейчас пройдусь на лыжах, посмотрю состояние льда, состояние реки. Если позволяет, то проедем дальше. Там еще есть уловистые места, плесики, поворотики такие. В общем, будем искать рыбу. Здесь рыбы нет, говорит директор стадиона. Все, до темноты надо успеть. Начало уже смеркаться, где-то у нас осталось буквально... О, слыхали, да? Как выстрел. Реально прозвучал как выстрел, а это на самом деле сломалось дерево от тяжести снега. Ничего себе. Вот так вот бывает. Надо быть очень аккуратным, осторожным. Вполне могут вот эти нависшие деревья, вот береза вот там сломалась. Любое дерево в любое время может сломаться и упасть. Вон они висят прямо над рекой. Ветра нету, снег падает, и они по тяжести снега просто бух, рушатся, и все.
Был бы ветер, снег бы скинуло, было бы нормально. Ну все, пошли осваивать новые территории.